22 июля. Утро действительно доброе. Вот. Ночь была очень холодная, прохладно, обильная роса. Зато вот солнышко поднялось и начало просто жарить. Но рыбалки сегодня у нас, друзья, не будет, потому что, несмотря на то, что на аккумуляторе 20% заряда осталось, холодильник перестал работать. То ли аккумулятор дает какую-то блокировку, чтобы полностью не разряжаться, то ли сломался морозильник. И ребятам надо срочно выезжать, чтобы спасать рыбу. Сильно они ее не солили, просто немножко подсаливали. Вся рыба в контейнере, контейнер полный, рыба холодная. Так что ребята собираются. У меня есть полчасика где-то, пока не соберутся. Тудым-сюдым немножко покидаю спиннинг. Посмотрим, что у меня получится. Себе хоть немножко на жареху поймаю. Щучку и окуня уже поймал. Как бы не хотел даже доставать камеру, но поклевки есть. Утренние поклевки намного активнее, чем вчерашний вечерний. И может быть что-нибудь да поклюет. Поехали. Поехали посмотрим, что у нас получится сегодня. Ловлю на такой вот воблерок, плавающий с шумом, красно-желто-белый. В принципе, работает. Вот, щуку поймала. Донбасский воблер со спиннингом мы вчера утопили. Вот так, как бы подергивая, имитируя раненую рыбку, как попером. Очень интересная игра получается. Донбасский воблер накосил рыбы. Вон, видите, да? И вот именно когда останавливается мертвые точки, вот, видите, окунь подошел. О. Видели, да, вот окунь тут. Хороший окунь, такой же, как сейчас поймал. Но ему что-то не понравилось. Окунь есть, окунь крупный. И вчера я уронил спиннинг. Как назло. Последний, что я туда цеплял, был донбасский воблер. И он сразу камнем ушел на дно. Ну вот, как всегда. Нацепили камеру. Оп, есть. И поклевок нет. Только это сказал, шуругаечка зацепилась. Так что я пацанам говорю, если на жареху себе поймаю, то хорошо. Если нет, придется с вашего контейнера пару щучек, 2-3 щучки взять. Свежатинки на жареху. Зацепилась на обе крючка. Конкретно. Щучка по-любому больше 30 сантиметров. Так что можете не писать всяких там комментариев. То, что мы ловим, это травянка. Разрешенная длина 30 сантиметров. 30 сантиметра это вот. А у нас щуки все больше 35 даже получается. Если попадается меньше 30 с минимальными повреждениями, мы, конечно же, отпускаем. Так что даже еще пару таких щучек. И даже у ребят не придется отжимать рыбу. Я сказал, полчасика покидаю спиннинг, чтобы поймать свежатинки на жареху, пока не собираются. Оп, есть поклевка. Вот видите, утром рыба клюет намного лучше. Этот раз идет окунь, пока идет. Вчера поклевки окуня вообще вечером не было. Сегодня, как мы видим, окунь клюет тоже. Видно, да? Два окуня, 2 щучки. Завбурьянска там.
Ох ты, в траву закинул. Так, отцепили. День сегодня, походу, будет жарким. О, окушок гнался такой небольшой. Но ветерок поднимается, и если будет ветерок, то жарко не будет. Ветер с этой лодкой вообще не друг. Парусит, конечно, она хорошо. Он сразу, только чуть-чуть подуло, и сразу же ее начал вот прибивать к берегу. Постоянно надо будет отъезжать. Ух ты. Ну, все. 5 минут ветра не было. Стояли на месте. Только чуть поднялся ветерочек, сразу же прибило к берегу. Надо отъезжать, пока в траву не забило полностью. Так, ну вот пошел самосплавом. И поклевочка, походу, щучья. Так, да, это щука. Неплохая такая. Сопротивляется. Зацепилась, походу, слабо. Че? Пробуем. Раз. И на матрас. Ну вот, теперь точно уже жереха будет. 3 щучки, 2 окуня. Это уже 100% жереха. О, в пасти, видите, да? Живой еще малек. Голианчик речной. Еще живой. Вон. Вот он. Сейчас, если мы его нацепим, то можно будет поймать окушочка. Где-нибудь на берегу. Вон такой вот маленький голианчик. Ух ты, куда мы уплыли? Куда мы уплыли? Надо к берегу. Сейчас я покажу вам, друзья, как работает живец, голианчик. В пасти вот взял живого. Если сейчас возьмет сразу окунь, можно, в принципе, остановиться, половить окушков. Так, достаем нашу удочку 6-метровочку, убираем засохший окуневый глазик, цепляем голианчика. Получается, он только-только хапнул голианчика, увидел мой воблер и хапанул сразу же воблер. О, уже поклевка последовала. О. Он сразу. Он какой добрый окунь. Так, голян. Голян в шахте. Ну-ка, без гальяна как. Чисто на резинку. Окуневый глаз подцепить бы не мешало, конечно. Он что-то дергает вроде как. Сейчас причалю к берегу. И с берега попробуем половить окуней. Вроде сегодня, пока с утра ловится. Окунь, если берет, он берет на все. Жадно. Так. Ну. Куда?
Все, до берега. Ладно, удочка у меня длинная, позволяет. Видите, да? Без голяна не хотят. С голяном только закинул с живцом. Сразу же последовала поклевка. Сразу же, моментально. Так что если мальков с утра наловить, а с утра они были, сейчас немного назад оттолкнусь, посмотрю. Вот они, вот они здесь маленькие плавают. Слишком маленькие, правда. А, нет? Вон. Тоже ловится. Даже без ничего. Сейчас мы одолжим у него глазик. Все-таки, я так думаю, запахом будет ловиться лучше. Так. Эту процедуру, думаю, смотреть не обязательно. Три щучки на жареху мы поймали. Теперь можно рыбалкой для души заняться. Так, чтобы не ходить сейчас. Ведро поближе поставим. Оп, была поклевка. Оп, вот она. Опа, а это уже походу щука. Видели, да? Аж выпрыгнула. Если эта щука может откусить. Оп. Был удар. Все-таки утром рыба активнее получается, чем вечером. Опа. Сразу же последовала поклевка. Вон кидаешь, вон. Раз. Сразу же. Пока тонет, видать. Оп. Но, блин, не могу потечь. Так. Надо попробовать малька поймать. На малька он сразу же берет. Так, все-таки я нашел несколько глянчиков. Сейчас попробуем их поймать. И половить окуня, если поймаю. Да, нет. Пару забросов. Сейчас сначала глянчика поймать надо. Вот. Вот немного заходят. Ага. Так. Думаю, пару штук для пробы мы уже поймали. Да. Вон, штук десяток. Сейчас будем пробовать. Смотрите, окуневый глаз не работал. Сейчас снимаем окуневый глаз и цепляем гальянчика. Вот так вот. Раз.
И кидаем. Я так думаю, поклевка будет 100%. Вот, видите, да? Сразу. Вот и весь ответ. Он малька не съел. Кидаем сразу же. Вот она. Ага. Как Иван Григорьевич говорит, иди сюда, Вася. Мужики поехали. Мужики, рыбаки и рыбачки. Харюза с утра ловили. Эти мужборские ребята. Опа, поклевка. Пошел. Нет, не пошел. Вон. Видите, да? Клюет. Пошел, дорогой мой. Пошел, малька украл. Вот так вот. Если есть сачок, если поймать малька, то этого окуня накосить можно. Не зря говорят мужики, ловится только на малька. Понимаю, на спин, конечно, интересней. Щука может попасть, язь. На малька, кстати, тоже может и щука, и язь попасть. Если шлепнет, так шлепнет. Отрубит сразу, отрежет. Пошел. Вот это получше уже. Вот он, какой хороший. Чем не окунь? Он красавец. Красавчик. Так что мужики еще собираются, не звонили, не кричали. Специально далеко не отхожу, потому что договорились, как они все сделают. Соберутся, то свистнут. И потому что им надо еще палатку собрать, все такое. Палатка уже, кстати, собрана вроде, не видать ее. Уже возле лодки, так что, может быть, пару окушков еще поймать успею, не больше. У меня все никак не получается выехать полноценно порыбачить. С Иваном Григорьевичем планировали встретиться. Иван Григорьевич говорит, о, малька украли. А нет. Я, говорит, выезжал, но вас не нашел. А был без телефона. Так что как-нибудь время появится. Обязательно съездим с Иваном Григорьевичем порыбачим с ночевочкой. Пока все никак не получается. Все, закончились? Нет, еще кто-то клюет. В данном случае, наверное, виброхвост даже мешает, я так думаю. Окунь, наверное, боится его. Сейчас попробуем его убрать. Вибрик этот. Опа, упал малек. Попробуем убрать. И нацепить просто на джиг-головку малька. Без вибрика. А посмотрим, что изменится. О. Сразу пошла поклевка. Так что виброхвост
не виброхвост, а твистер там был. В некоторых случаях, получается, даже мешает. В некоторых, конечно, он помогает. Когда окунь активный и малька нет, то он берет даже без ничего. Просто на движение хвостика твистера. Ага, видите, поклевки пошли одна за одной. Получается, окунь этой резины даже боялся в данный момент. На удочку тоже люблю ловить, когда ловится крупный окунь. Телескопичка аж загибается. Вот, видишь, пошла поклевка. Надеюсь, видно. Вот сколько этого окуня здесь, сколько каждый ловит ведрами каждый день, все рыбаки. А он все никак не кончается. А зимой сколько... А, нету. Украли. Я думаю, что нет поклевок. Малька свистнули. А зимой, сколько бы я ни пытался здесь, ну, раз 5 точно пробовал рыбачить, бесполезно. Зимой здесь рыба не ловится. Не знаю почему. Где гасятся они. Ну, почему-то здесь рыба не ловится зимой. Ну, где вы? Я вам уже свежего малька нацепил. О, пошло. Пошел. Ну. Пошел. Вот он. Блин, хороший окунь, осторожничает. Он заглотил. Он такой вот мечаёкыш. Сейчас джиг еще сломаешь. Долго. Надо было сразу подсекать. Заглотил даже луткой джиголовку. Так. Вот такой вот окушенций. Мы еще и половили неплохо. Успели, пока ребята собираются. О, на того же малька. Нет. Не получилось. За хвостик откусили. Ну-ка на пол хвостика. Вернее, голова. О, все равно клюнул. Ну, поменьше уже. Ладно. Ромкиному коту пойдет. Ромки кот тоже рыбу любит. Мы мелочь замораживаем, потом по 2-3 штучки. И Ромка потом отвозит коту. Опа! Не, хорошо, когда ловится. Просто здорово. Не холодно. Вот у меня раздетый голый торс. Машкара немножко бегает по мне, но сильно не кусает. Я даже не брызгался. Украли. Небольшой ветерок. Поклевочки. Кто-то бы еще чистил эту рыбу, блин. Было бы вообще здорово. Ну, сейчас домой поедем, дома почистим. О, пошел.
И пришел. Вот такой вот красавец. Ну, где ты? Вот. Так, малек у нас сюда упал. Цепляем за глаз. Забыли про спиннинг. Это кат... Нет. Этого... Нет. Этого отпустим даже. Пусть плавает. Вон сейчас вот у меня полмалечка только. О, вот этот нормальный уже. Полмалька хвост откушен был, только голова. И хапает сразу. А на глаз не хотели. А на глаз не хотели. Опа. Ну, согласитесь, это здорово. Это обалденно. Раз. Вот сколько этого окуня здесь? Миллион, наверное. Бочка с окунем. Каждый заброс. Это, считай, в минуту. Где-то можно поймать 3-4 окуней. Это с забросом. О, этот уже получше. Ага. Так вот. Вон. Так, осталось 3 малечка. Потом надо будет опять черпануть. Что мужики долго собираются. Так, ветерок поднимается. О, пошел. О, малек упал на воду. Сейчас, наверное, по-любому кто-то прыгнет на него. Нет, этого отпустим. Не будем брать. Пусть. О, микроскопический малечек, вообще маленький. 2 сантиметра длиной. Ну, посмотрим. А? Кто-то подошел, понюхал, клюнул. Клюнул. О, нет, не попал. Слишком маленький, думают, наверное. Вот если бы... И дело случая, если бы мы эту щуку не поймали с живцом во рту, с мальком, мы бы до сих пор кидали спиннинг. Возможно, мы поймали несколько щук, пару окуней. Увидели малька, закинули, поймали и понеслась. Нюхают. Да и ладно, не будем тянуть время. Там тем более уже пустой крючок. И у нас осталось 2 малечка. Значит, по идее должно быть 2 окунечка. Тем временем поднялся ветерок. Меня начало поднимать. Против течения. Сейчас оторвет от берега и пойдем вверх. Все, что ли, кончились? Значит, было не миллион. Значит, было всего пару сотен.
А, нету малька, конечно. Видать, при забросе ушел. Все, последний малечек. И высох мой сачочек. Не знаю, мочить его, не мочить. Еще мальки вот здесь плавают, в принципе. Все уже, походу, скоро будут готовы. Полная лодка барахла уже. О, давай. Ну давай. Давай на пасашок. Или там опять никого нет? Опять никого нет. 2 мальков украли. Так, ну что делаем? Блин, жалко, тоже телефон оставил на берегу. Ладно, черпанем еще немножко мальков. Половим окуньков. На удочку, если ловится, тоже интересно ловить. Гальян — это кормовая база всей хищной рыбы, я уже говорил. И этой рыбы здесь очень много. В нашей реке Печора. Вон. Без всякого труда черпанул. И вон опять целая куча. Можно дальше таскать окуней. Ух ты. Не надо ни червей покупать, ни выкопать. Вон, только закинули, все. Пошел окунь. Такой мерный окунь с ладошку. Вон. Самый вкусный размер. Он и быстро прожаривается, и солится быстро, и вялится быстро, и коптится быстро. Окунь тоже очень вкусная рыба. Ух ты, сразу. Это что-то хорошее, наверное. Ага. Ух ты. Вот так вот. Сразу с разбегу. Окуневый клондайк. Все, понеслось, уж понеслось. Опа, сход. Сразу же кидаем. Резинку убрали, веселее дело пошло. Твистер. Так что лишнее иногда бывает лишнее. Раз. Оп, пошел. Ух ты, хороший кабанчик был. Но не захотел выходить. Так, ну а там есть окунь? Нет. Мне кажется, они везде есть. Куда ни кинь. Ага, там мелковато. Вот здесь свал получается. На свале они стоят. Ага, мелко. Вот здесь свал.
Теперь понятно. Мы стоим прямо на свале. Это что такое? Щука взяла. Сейчас перекусит собака серая. Вот так вот. Тихо-тихо. Повезло. Нам просто круто повезло, что щука взяла за носяру. Так что мы еще и на удочку вот поймали вот такую щучку. 4-я. Теперь точно 100% у нас жареха уже есть. Отличная, вкусная жареха. На троих нам будет, ну не знаю, Ромка еще, наверное, не приехал. Если приехал, он в деревню пока сегодня точно не приедет. А потом, как приедет, мы с Романом сгоняем сами на рыбалочку. Так, это у нас отдай, Малька, отдай. Пионер. Там. Ну, что вы? Еще один мелкий, я вас буду забирать. Наверное, и плескалась тогда, когда выпрыгнула из воды за твистерком. Вот это более-менее, вот это хороший, вот это красавец. Тихо. Вот такие уже окушки мне нравятся. Что-то долго мужики собираются. Это тоже пойдет. Уже клюет. Ну что, друзья, как думаете? Вы бы хотели так порыбачить? Половить рыбки? Окуня на удочку, на малька. Я думаю, многие были бы не прочь так порыбачить. Я думаю, не везде ловится так окунь. Вот мужики с Сыктывкара приезжали, нам, говорит, поймать окуня в черте города очень проблематично. Потому что его там нет. Ловят леща на фидер. Окунь есть, вернее, но его очень и очень мало. А тут летом окунь это так же, как весной язь. О, этот нормальный. Иди. Лок. Мы так не только на жареху. Мы тут и на засолку уже натаскали. Вот, закинулись, пошла сразу поклевка. Сразу же. Вон. Ай, да ёшкин кот 2 раза уколол. Этот пойдет. Пушку. Раз. И уже поклевочка. Опа. Вот он, красавец. Вот это. Вот зимой бы так он ловился, было бы вообще красиво. Но
Но зимой поймать окуня это сложно. О, уже клюет. Опа, 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 опа. Как-то вот так. Повезло окуню. Так, надеюсь, видно. Так, камеру не проверяю. Должно быть видно. Давайте чуть ниже. Опа, ух, уже несет. Ты неси меня, река. О, уже пошло, уже пошло. Опа, 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 опа. Опа. Какая попа. Вот такие вот красавцы. Где леса, мои леса? Где поля, мои поля? Ты неси. Раз. Уже клюет. Два. И сюда. На счет 3. Раз. Два. И сюда. На счет 3. Все одним кадром, зато монтировать легко будет. Как режим онлайн получается, только с небольшой задержкой. Раз, два. И хрена. Объегорили. Опа, зато вот этот шустрый. Дважды клюнули и плюнули. Ладно. Чё-то мужики долго собираются. Оп, оп, оп. Это хороший. Это хороший. Вот добрый, добрый. Ну. Вот такой вот красавец. Кто-то, может быть, напишет опять. Достал одно и то же. Друзья, не стесняйтесь, пишите в комментариях. При хорошем клеве снимать все подряд или выключаться. А смысл выключаться, если потом включаться и буду показывать то же самое. Потом покажу ведро рыбы и скажет еще: а, на сетке небось поймал. На сети рыбачить неинтересно. Вот на спиннинге или на удочку, вот когда тем более вот так вот ловится, изумительно. Просто получаешь удовольствие от рыбалки. Особенно с 6-метровкой, когда вот такой вот звук. Вот такие вот окушки, что замечательно. Енскадан. Все-таки народ правду говорит, что окунь ловится только на малька. А мы вчера это не пробовали. Не то чтобы не пробовали. Я бы, конечно, попробовал, но малька не смогли найти. Вечером он куда-то гасится тоже, уходит от берега. А на солнышке он весь возле берега. Получаем удовольствие. Он столько закинул сразу. Ну, это уже получше. Опа. Как-то вот так. Я еще говорил мужикам, пока вы собираетесь, я подергаю рыбу. Если я не наловлю,
Отожму у вас 3-4 щучки на жареху. Вот, как вы видите, ничего отжимать не пришлось. Благополучно все наловили сами. Он сразу. Вот скажите, зачем ставить сеть, когда на каждый, буквально каждый заброс вытаскиваешь окуня? Сеть растяни, сеть распутай. Ты, когда распутываешь окуня, это сколько уколов ты получишь от него. Собери, потом почистить эту сеть надо будет. А зацепишься, еще и порвешь. И никакого удовольствия. А так не рыбалка, а сказка. Вон. Каждый заброс полосатик. И все это происходит намного быстрее, чем на спиннинг. Потому что спиннинг надо закинуть, крутить. Тут подтягивать. А тут закинул, клюнуло, вытащил. Отцепил. Мальки у меня уже подвялились немножко в сачке. Что-то мужики долго собираются. Ну даже вон, на дохлого вяленого малька берет вот такой вот хороший крупный окунь. Красота. Наживляем, закидываем, загадываем желание, вытаскиваем. Желание сбудется. Осталось 2 маленьких малечка. И потом поймаем свеженьких, если мужики не свистнут. Мы еще к тому же получаем ультрафиолет. Загораем. Наше лето северные короткие. С комарами, со слепнями. И вот так вот просто полежать и позагорать, как это происходит на морском побережье, у нас не получается. Загар получаем во время рыбалки, во время сенокоса. Как говорится, совмещаем полезное с приятным. Ну, в принципе, кто-то, у кого нет дел, забот и увлечений, тоже могут на песочке полежать, почему нет? Побрызгаться антикомарином, да, лежать, чтобы не грыз никто. У меня такого давненько уже не было, чтобы лежать просто так и ничего не делать. Все, последний малек. И там еще один где-то был. Опа. Хороший, я вам сказал. Ну, чем не окушарики? Отличные окушарики. Вон еще и овод есть. Последний. А вода так, один у меня сюда падал, малечек еще есть. Вот так вот. Вон еще кусочек малька есть. Вяленый уже, почти сухой.
Я посмотрим, возьмет на него, нет. Взял. Половину откусил. Головную часть. Остался один хвостик. О! И сачок. Так, хвостик еще у нас есть. Полхвостика на крючке. Арбаж. Хвост гальянчика. Оп. Все. Теперь там нет ничего. Здесь где-то был еще люк, но его уже нет. Ладно. Теперь по нем еще мальков, пока мужики собираются. Раз. Далеко, слава богу, за живцами ходить не надо. Закинули без всякой прикормки. Вон. И малечки потихонечку вот начали заползать. О, даже кто там, ёршик, пытается влезть туда. Сейчас мы еще и ерша поймаем, если не успеет выскочить. Да, ёрш, ты тоже попал. Или что это? А, нет, маленький окушок. Вон два маленьких окушка тоже попали. Вот таких вот. Раз и два. Они нам не нужны. А малечка мы сейчас будем наживлять. И продолжать получать удовольствие. Пока мужики собираются, мы так ведро натаскаем. О, пошел, 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 пошел. Пошел, пошел. С одного места, заметьте, никуда я не переезжаю. Не толкаюсь, не поднимаюсь. Даже якорь не бросил. Просто прижался к берегу вот на Уралке, заехал на мель. И все. Тут небольшой свал получается. И на этом свале стоит огромная стая окуня. Сильно крупных нет. Мелочи мало. Средний окунь. Средний, средний, средний окунь. О, покрупнее малька нашел. Сейчас посмотрим, что нам даст крупный малек. Что он нам дал? Сразу поклевку. Он даже проглотить не может. Сейчас покрупнее придет, проглотит. Ну, вот, пошел. О, добрый. Мелкий, видать, мутузил. Пришел крупный и у мелкого отмутузил. Поехали дальше. Поехали дальше. Напишите в комментариях, пожалуйста, у кого-то были такие рыбалки на окуня, чтобы одного за одним. Не тех, которые живут на Печоре, на других реках. На Печоре это в порядке вещей. Кто-нибудь вот ловил так окуня вот одного за одним? Или щука подошла, или крупный окунь. Вот он.
Вот. И второй вопрос. Могли ли бы вы оторваться вот от такой рыбалки, когда вот так ловится, и уехать домой? Если еще есть место в ведре, если есть еще у вас время, если позволяет погода. Вот когда вот такие вот полосатики долбят, просто долбят. Они, друзья, просто долбят. Отличный клёвый окунь. Отрыв по окуню, скажем так. Как раз у меня товарищ в Сыктывкаре, Костян Уткин, спрашивал окуня, говорит: Гена, я говорю: Костян, если хочешь, я говорю, тебе в гостиницу отправлю язя. Он говорит: язя не надо, если получится, говорит, отправь окуня. Так что, Костян, окуня мы натаскали. Не знаю, если будет ведерочка, если будет с кем отправить, мы тебе его отправим. Сейчас Ромка был в Сыктывкаре, но, к сожалению, окуня пока не было. Весь улов, что мы поймали с сыктывкарскими ребятами, ребята увезли домой. Потому что мы себе еще поймаем рыбу на Печоре, а у них в районе города такой рыбалки, к сожалению, ух, что-то хорошенькое, такой рыбалки у них нет. Они сказали: сколько живем, мы такой рыбалки еще не видели. Это при том, что ловилось намного хуже, чем сейчас. Если бы мы с ними попали вот так вот на малька, то они вообще бы, наверное, это запомнили на всю жизнь. Они так запомнят эту рыбалку печорскую на всю жизнь, потому что они говорят, что такой рыбалки они еще не видели. О, ветерок начал подниматься. Вот, давай, лок. Вы представляете, друзья, какая там огромная стая этих окуней. С одной точки. Одного за одним. А вот ветер нам был не нужен. Он нас начал поднимать. И мы уже с этой точки начали отъезжать. И скоро мы до этого свала будем не докидывать. Скоро до этого свала мы будем не докидывать. Придется отъехать и заехать по новой. Что там они ходят-то, блин? Решили искупаться еще, что ли? Кошкин кот. О, добренький. Напоследок решили искупаться в теплой печорской воде. О, балдеют. Уже поклевка. Уже пошло. Опа, нет. Нет. Да, красавец, да. Вот так вот. Вот так вот. Мужики еще говорят: ты, Гена, много не лови. Наловишь, говорит, сам чистить будешь. Я говорю: не переживайте, мы почистим.
Контейнер у вас полный. Только что-то они долго собираются, еще и купаться пошли. Сами же говорят, что рыбу надо спасать. Контейнер не работает, не морозит. Ладно, ты гуляй. Так, тем временем у нас опять закончились живцы. И мы сейчас попробуем еще их поймать. Правда, мы немножко уже отъехали ветром, не знаю, залезут сейчас, не залезут. Ну, вроде подходят, нормально. Хорош купаться, поехали, рыба стукнет ваша вся, блин. Вот так вот. Что у нас опять? Куча мальков и опять два окушка. Вон окушок. Раз. Окушок. Два. И вон еще какая-то рыбка белая. Вот это плотвичка маленькая. Три. Остальные гальянчики. 3 посторонних живца было. Что? Продолжим. Не против? На месте. На месте. Красавцы мои. Никуда еще не ушли. И что не говори, мне кажется, утренний клев лучше, чем вечерний. Хотя вечером мы на малька не пробовали. Может быть, и так же ловится. Если целый день так ловиться, так можно целую бочку вытаскать. Опачки. Еще +1. Если ребята так будут собираться с купаниями, со всеми водными процедурами, мы накидаем полное ведро. Пол ведра уже есть по-любому, потому что с водой уже больше половины. И как бы первопойманные уже, наверное, подохли. И скоро будут белыми. Как бы надо уже ехать домой. Я уже переживаю не за их рыбу, которая в контейнере, а за свою, которая не чищена, не солена. В такую жару долго рыба храниться не будет. Надо по-быстрому посолить и закинуть в ледник. Эх, лето не зима. Лето все у нас уже. Опа, хороший, наверное. Сразу утопил. Сейчас, может быть, еще до конца июля погреет. Сегодня у нас уже 22 число. По большому счету не больше 10 дней. А 2 августа у нас уже считается осенний праздник. Уже все, начнет желтеть листва. Пожелтеет листва. Скоро осень. Глазом моргнуть не успеешь уже. Надо будет собирать картошку. Опять откроется охота.
Путевка у меня уже заказана. Уже в пути. Скоро должны позвонить, получить. Хотел на Медведя еще взять путевку, но сказали, что надо или на сайт заходить, или там в МФЦ обратиться. Попробуем обратиться в МФЦ. Если еще не поздно, с 1 августа вроде бы на них открывается охота. Попробуем взять еще лицензию на медведя. Если получится добыть косолапого. Мясо у него, если проверить, и не без червей, очень вкусное. Полезный жир. Только единственное, не знаю, куда деть желчь и шкуру. Говорят, тоже, если знать, куда сбыть, тоже можно на этом заработать. Шкура мне не нужна, желчь тем более. Так что, если кто знает, куда можно по нормальной цене продать желчь медвежью или жир, или шкуру, ну и жир тоже, пишите в комментариях. Медведь еще не добыт. В общем, делим шкуру недобытого медведя. Ну, лучше знать заранее. Вот так, и у нас еще +1. Красавец вот такой. Наконец-то начали барахло к лодке стаскивать. Собираются, конечно, недолго. С таким холодильником надо электростанцию с собой возить. Даже титанат, он, хватило на 2 суток. Они поначалу, потому что включили сильную заморозку, и оно быстренько съело весь заряд аккумулятора. Тем более на улице жара. Если бы они включили с самого начала температуру, как в леднике, +1 или 0, то я так думаю, им бы хватило. А еще лучше взять 4-тактную станцию и пусть тарабанит. Если у меня когда-нибудь будет такой холодильник, так и сделаем. Ну, посмотрим. Проверим на титанате сначала при 0 градусе. Потом, если не будет хватать, уже будем брать с собой генератор. Еще +1. Еще поклевка. Но уже не то пошло, не то пальто. Начали выеживаться уже. Видать, все-таки им надо время. Начали малька дергать уже. Так, наконец-то мужики крикнули, собрались. И у меня как раз последний малек на крючке, так что, ну, что-то там, блин. А, все, нету малька. В общем, вот такая картина. Больше половины. Сейчас на берег приедем, воду сольем, и будет видно. Пока выключаемся. Спасибо тебе, речка, за такое место шикарное.
Спасибо, Печора. Обрадовала меня такими поклевками. Такое даже на Печоре бывает нечасто. Чтоб за час, ну прошло около часа, поймать почти 20 окуня. Ну бывает, но редко. Все, погнали. Прям на бревно. Я что-то не вижу, чтобы вы спешили. В смысле? Ну, блин, сколько, блин? Час, наверное, собирались, если не больше, блин. Как все собрались, сполоснулись. Ну. Все готово? Че? Сколько процентов на этом, на титанате осталось? Он сел. Титанат сел? 0? Полностью 0? Первый раз я такой вижу, чтобы 0. На берег вытащи воду лишнюю, сольем, заодно покажешь. Ведро, что ли? Ну я поймал 4 щучки и там пара окушков на этом. Потом поймал одну щучку, смотрю, во рту малек. Во рту малек. Я думаю, попробую это, ну, как его, на удочку, на малька. Говорят же, на малька клюет, ловится, блин. Я достаю удочку, цепляю этого малька, которого с пасти щуки вытащил, блин. Закидываю, у меня хлоп, сразу поклевка. Ну я что, смотрю, возле берега мальки плавают, блин. Черпанул с очка. Да-да-да, грузим все. Черпанул это мальков и пошел доить. Представляешь, если бы на удочку ловили, вы бы сейчас не увезли, наверное. Но малька сколько, ну 4, да? Да. Ну как-то вот так. А вот это я уважаю, вот это молодцы, это мусор, как я понимаю, да? Да. Вот, все бы вот делали так, и хлама бы на реке не было. Вон, смотрите. Мусор. Это вы за 2 дня столько собрали? Мы по берегу еще собрали. Да. А, ну молодцы. Вот так вот берите, друзья, пример. Все. Что там все? Это может еще что-то тяжелое сюда, нет? Да нет, наверное. А вот этого тяжелого я могу тоже себе взять. Забирай. Заходи. Я сзади пойду полегче. Конечно. Уралки-то пофиг, сколько вести. Кто-то выглядит тяжелого, а кто-то выглядит не будет брать. А я ведь в тапочках, смотри. Ну, залезай, я оттолкнусь. Ну все, спасибо, берег, за то, что приютил, за то, что без происшествий, за то, что все хорошо. Это футболку можно сюда, пока немножко позагораем. Наехали прямо на бревно. Закончилась еще одна рыбалка для меня, она была короткой на этот раз, меньше суток. У ребят она, ну, продуктивная, да. У ребят она сколько, 3 дня, балдели. По большому счету, да. Все. На этом прощаемся. Всем спасибо за внимание. Всем пока. А вообще-то увидимся еще возле машины. Будем провожать. Видишь, именная. Это подарочек от Максихода, который мне лодку сделали. Смотри, смотри, чайки дорвались. Они просто осторожничали, вот не ели. Смотри, сейчас нажрутся вдоволь. Только сядь, попробуй сюда сесть. Или...
вот и все. Это было вчера. Закончилась у нас еще одна рыбалочка благополучно. Добрались до автомобиля, ребят. Перегрузили все в прицеп, съездили на берег, привезли. Все готово. И время, наверное, еще полдень, да? Быстро управились, Час, чем наверное, получается. Час. Ну что, вроде бы приехали только что, да? Ну да. Да. 3 дня пролетели как... Ух. Один миг. Есть только миг. Рыбалка Между удалась. прошлым и будущим. Рыбы наловили целый вагон и маленькую тележку. Нормально. Самое главное, получили позитив и прекрасное настроение. Я думаю, это ценнее, чем рыба. Да, самое главное. Ну что, когда теперь вас ждать? Ой. Ой, Мы не будем загадывать. Да, может быть в августе приедем. как прошлый год, да? Приехали в июле. Ну жди в августе. Прошел год. Август наступил. С такой работой тут не загадаешь. Все понятно. Все, давайте. Спасибо. Давай. Давай, пока. Все, буртуй вам, буртуй по коме, это хорошие дороги. Давай, все. И мы еще половим рыбки. Обязательно. Теперь включился холодильник? Нет. Нет? Ну, холодная рыба, я думаю, дойдет подсоленная нормально. Что тут 3 часа? Вечером позвоню. Ну, хорошо. Все, давай. Давайте.